это не очень интересно смотреть на все. Потому что не хватает динамики, а динамически стрелять мы не можем, потому что мы будем ввергать в риск, так сказать, совершенно большее число людей. Но я потом покажу, что значит знаю. Вообще, стрельба из традиционного лука принципиально отличается от стендовой стрельбы. Не устройством лука. Хотя в устройстве лука есть тоже принципиальный момент. Во-первых, олимпийский стендовый лук, он центробойный. Это значит, что отсутствует парадокс лучника. Это значит, когда мы взводим и осуществляем прицеливание, мы не совершаем никаких сложных вещей, а используем определенные пружины, определенную прицельную планку. И, собственно говоря, все данные, которые нам нужны для выстрела, нам тоже сообщаются. При помощи дальномерного лазерного я могу их проверить. Поэтому все сводится к строгому управлению своим телом, четкому взводу, четкой постановке выстрела и не более. В традиционном луке тут все по-другому. Во-первых, лук периферийного боя. Это значит, что стрела, проходя через устье лука, через ручку, отклоняется в бок. Возникает парадокс. То есть мы целимся в одно место, попадаем в другое. И для того, чтобы попадать туда, куда мы целимся, мы должны либо совершить определенные сложные, так сказать, преобразования своим телом, это значит встать на визирную линию, это определенного навыка требует. Либо мы должны использовать систему определенных предисхождений. То есть вымышленно представить точку, куда целимся, а на самом деле целиться в другую точку. Но это метод стрельбы вредный для здоровья, лучше стрелять по визирной линии. Так вот. И в оценке дистанции тоже никаких данных не должно сообщаться. Выстрел с каждой дистанции требует разной наводки. По-другому летит стрела, возникают эффекты трамплина, отклонения разные. Чтобы это все контролировать, надо иметь большой опыт, либо очень быстрый лук, либо просто хорошо разбираться в баллистике. Но в баллистике никто не хорошо не разбирается, и невозможно разбираться. Для этого машины нужны. Люди в ней не разбираются. Люди должны только целиться и стрелять. А лететь оно должно все равно в цель. И вот разные способы достижения этой основной идеи, они в традиционных школах стрельбы очень разные. Есть восточная, есть западная. Все у нас стреляют, но несмотря на то, что луки восточные, все-таки система стрельбы и основы этой стрельбы, они все-таки западные. Потому что восточная степной хват, это хват этих пальцев большой, взвод совершенно в другую точку и через другую сторону устья лука. Честно говоря, у нас в Республике Беларусь этим никто не владеет настолько, чтобы можно было это демонстрировать в качестве профессионального владения. Есть любители, которые, так сказать, уважают новые реконструкции, но на том уровне, чтобы гарантировать точный прицел, который